генеральный спонсор программы, представляет шоу «Оскар». Ну что же, добрый день, здравствуйте, меня зовут Олег Кругляков, я всех приветствую на очередном шоу «Оскар» со старыми и новыми командами. Прежде всего напоминаю о том, что они борются за суперпризы, предоставленные сегодня нашим спонсором фирмой Таир. Вот этот вот видеомагнитофон Gold Star и телевизор Gold Star будут у того, кто, естественно, наберет нужное количество «Оскаров» на своем столе. Сейчас ближе всех, пока что ближе, находится команда «Братва», у которой одна статуэтка. Приветствуем вашими аплодисментами, прежде всего ее. Помнится, в своей тронной речи капитан «Братвы» сказал что-то вроде «надеемся, что в следующей программе...» Что там будет? Я не помню, просто процитируйте сами себя. Что вы там надеетесь на следующую программу? Что в следующей программе нам тоже повезет. Ага, ясно. Потеряли шпаргалку, не могут вспомнить. Да. Их соперники сегодня приехали к нам из города Могилева. И по дороге, извиняюсь, конечно, тяжелые условия, гололед, снег, пурга, они потеряли свои лица. Поэтому и называются команда без лица. Вот, собственно, господа, совершенно обезличенные господа из Могилева и братва, которые надеются, что все у них будет хорошо в этой игре, сейчас будут вот эту самую статуэтку и оспаривать, спасибо большое, оспаривать для того, чтобы каким-то образом приблизиться к замечательным суперпризам от компании Таир. Удастся ли им это или нет, посмотрим уже очень скоро. А теперь ваши аплодисменты. Мы начинаем. Итак, у нас первая номинация. Мы начинаем, естественно, с разминки с наших 8 вопросов, которые сейчас будут заданы нашим командам. Ответ правильный, это 1 очко для того, чтобы каким-то образом заработать начальный капитал. Все ли готовы? Все. Первый вопрос. В этом чисто захаровском фильме, это такое эстетство нашего автора, чисто захаровском фильме Ирина Купченко просила по-человечески Олега Янковского превратить песок в сахар, а он, неблагодарный, отказался. Что за фильм? Время. Итак, захаровский имеется в виду фильм режиссера Захарова, естественно. Ирина Купченко просила по-человечески Олега Янковского превратить песок в сахар, а он отказался. Может быть, мог, но не захотел. Итак, этот фильм? Это фильм «Обыкновенное чудо». «Обыкновенное чудо» абсолютно правильный ответ. 1-0. Захотелось пошалить. Не сделал бы что-нибудь полезное для хозяйства. Для хозяйства. Это он песок привезли дорожки посыпать. Взял бы, да и превратил его в сахар. Сахар? Да. Какая же это шалость. В одном из фильмов «Плаща и шпаги» Ален Делон, как истинный защитник слабых и угнетенных, называл себя цветком. А вот каким? Каким цветком он себя называл? Тюльпан. Тюльпаном какого цвета? Черный тюльпан. Ну хорошо, черным тюльпаном, абсолютно правильно. 1-1 в первой номинации. Вы оскорбили мадам Миссию, я этого не потерплю. Это вам за вашу самоуверенность. Защищайте свои честь. О, нет, не идет, господа. Здесь вы все разобьете. Прошу вас. Джузек, Марван Лебро. Очень приятно. Я тоже. В этом фильме нельзя посадить мужика только по той причине, что он памятник, абсолютно верно. Кнопка была нажата здесь, Могилев снова впереди 2-1. С бакенбардами. Да не помню я. О, в пиджаке. Сидячий. Чего? Сидит. Кто? Ну, мужик этот твой. О, деревня, а? Ну ты даешь. Кто же его посадит? Он же памятник. Какой духовный сан вместе с именем Яков был присвоен Луи де Фюнесу? Время. Духовный Раввин сан. Яков. Раввин Яков, он был раввином в одном из своих фильмов, естественно, абсолютно правильно. Счет ничейный, 2-2.
Хорошая фраза. Этого актера подобрали, обогрели и обобрали в знаменитом новогоднем фильме «Время». Да, назвать фильм, если кто-либо знает, может нажимать на кнопки. Итак, еще раз. Новогодний фильм. Этот актер? Новогодняя ночь? Нет, не новогодняя ночь. Есть еще время у команды без лица. Вам, естественно, нужно знать первый фильм. И второе, этот актер, которого подобрали, обогрели и обобрали. Итак. Чародей. Нет, не чародей. Есть такая фраза в другом фильме. Кто-либо вспомнил? Ну, естественно, молодой человек, вы знаете. Кто еще? Ну, это был, так, для общего сведения, Юрий Яковлев, естественно, где он играл роль Ипполита. «Ирония судьбы» или «С легким паром». Ой, ну нашлись люди, нашлись. Приютили, подогрели, обобрали, подобрали, обогрели. Ой. После Конана Варвара Шварценеггер переквалифицировался в другого Конана. В какого? Разрушитель. В Конана Разрушителя, абсолютно верно. Могилев получает еще 1 очко в свой зачет. Правь, Шадизаров, вместе со мной. У меня будет свое королевство. Собственная королева. Популярный советский фильм, повествующий о небесном светиле, взошедшем в практически безводной части земного шара. Назовите. Белое солнце. «Белое солнце пустыни», перефразируя по-другому, можно назвать этот фильм абсолютно правильно. Брось! Руки. Кинжал? И 5 шагов вперед. И, наконец, последний вопрос первой номинации звучит так. Этот американский актер в пух и прах разрушил теневой заговор против президента США. Так, Здесь актер- была кнопка. Чарли Шин. Чарли Шин, абсолютно верно, снова очко Могилеву. Увы, это конец первой номинации, вернемся через несколько секунд. Что произошло? Что случилось? Что твои источники? Бобби, что сейчас произошло? Паченко? Я тебе не скажу, кто мои источники, пока ты не скажешь, что произошло. Паченко убит. Тот же тип, который пытался убить нас, убил его, выстрелом в голову. Он у меня умер на руках. Боже. Паченко мне пытался что-то рассказать про какого-то предателя или изменника в правительстве. Он начал говорить что-то про тень. Расскажи все, Аманда, все, что знаешь. Друзья, у нас следующая номинация, она называется «Ситуация». Вот в какой ситуации оказались сейчас наши лидеры, и недавние лидеры, скажем так, это братва. Сейчас у вас будет вот здесь вот конкретно маленький такой фрагментик, и потом будет маленький такой стоп-кадр. Им нужно дать маленькое такое продолжение его, за 5 очков. Согласны? Конечно. Без вопросов, сказала братва. Смотрим. Ну, кому как не братве знать вообще, как можно слушать замечательные концерты в театре. Ну, естественно, можно говорить, что вы там разыгрались, ничего не слышно по сотовому телефону. Можно по-другому, просто храпеть. Фильм вы узнали, я надеюсь? Не совсем. Хорошо подскажу. «Иствикские ведьмы». Итак, сейчас стоп-кадр, после которого вот это что-то с этим храпящим человеком должно произойти. Что, как вы считаете? У вас есть на это буквально несколько секунд обсудить, и вы мне потом скажете, чем же продолжится этот самый стоп-кадр. Вернее, это фрагмент после стоп-кадра. Итак, храп, выйдя на Волгу, чей храп раздается. В данном случае он мешал всем слушать концерт, и тут-то и застал его наш режиссер своим стоп-кадром. Итак, друзья, обращаюсь к вам. Что же произойдет в следующие несколько секунд? Может
Может быть, он проснется. Может быть, он проснется. Ну, действительно, сколько можно храпеть, спать? По крайней мере. Что-что-что? Перестанет храпеть, по крайней мере. По крайней мере, так они считают. То есть, наконец-таки, в конце концерта господин Николсон перестанет храпеть. Смотрим, что же там будет дальше. Ну что же, он действительно перестал храпеть, но только после того, как с грохотом упал на пол. Вот такое было продолжение, и именно за такую версию вы могли бы получить 5 очков. Пока нет. Пока нет, мы обращаемся к нашей могилевской команде лидеров без лица. Вы готовы смотреть свой фрагмент? Приготовьтесь, смотрим. Человеческая душа, вот это, как я понимаю, когда я занимаюсь, я не сижу себя, у меня, я стираю пальцы до крови, да, я знаю. Но вот эти 16 нот в аллегро, они мне никак не даются, они вам дадутся. Нет, все бесполезно. Нет, эти 16 у меня не получится. Во мне нет того, что нужно, у вас есть все, что нужно. Нет, у меня не получается и не получится. Доверьтесь мне. Доверьтесь. Нет, это не эротический триллер, это все тот же фильм «Мистические ведьмы». И я думаю, что могилевчане тоже знают, что же сейчас произойдет в следующие несколько секунд. Это та самая виолончелистка, которая только что играла на сцене, и тот самый Николсон, который пытается что-то сделать с ее ногами, не знаю что. Как вы считаете, уважаемые господа без лица? Я смотрю просто в глаза, которые остались от их лиц, и пытаюсь выяснить, что же там у них таится внутри. Итак, ваша версия, продолжение этого самого фрагмента. Ну, нам кажется, что Николсон сейчас нащупает у нее крылья. Под юбкой. Ну да. Так вот, где у них кнопка. То есть вы считаете, что крылья будут где-то там, далеко внизу? Ну, сейчас нащупает, он будет щупать, и нащупает крылья, да? И она взлетит? Может быть. То есть ваша версия, что он чего-то там у нее нащупает. Ну что же, вполне разумно, ребята молодые, фантазия разыгрывается бурно. Смотрим, как же это было на самом деле. Доверьтесь мне. Доверьтесь. Попробуйте. Попробуйте. Никто ничего не щупал, вы понимаете. Но это же великое искусство, как можно, господа. Крылья были, наверное, в другом фильме, который назывался «Майкл», но это уже другая история. Итак, еще раз публика аплодирует. К сожалению, нисколько очков не заработала наша команда, но мы встретимся через несколько секунд. Итак, у нас на очереди номинация, которая называется «Саундтрек». Вы сами понимаете, что сейчас от вас потребуется прежде всего сообразительность, ну и во вторую очередь быстрота нажатия на кнопки. Правильный ответ стоит 2 очка, еще раз вам напоминаю. Прежде всего мы слушаем музыкальную тему. Внимание! Итак, команда без лица, я думаю, первая сообразила, что это за фильм. Криминальное чтиво. Криминальное чтиво, естественно, эта музыка оттуда, аплодисменты публики, 2 очка, зарабатывают саундтреки. Команда без лица, молодцы. Продолжаем саундтрек, и следующий у нас, естественно, будет диалог. Диалог кого с кем, из какого фильма, вам предстоит догадаться. Слушаем. Аркадий Варланович, Что это значит? я прилег. С ума вы сошли? Я заболел. Вот это уже... Где кнопка? Здесь. Да, вероятно, это ирония судьбы или с легким паром. Нет, к сожалению, это не ирония судьбы и не с легким паром. Мы передаем сейчас право дослушать этот фрагмент могилевской команде. Слушаем. Аркадий Варланович, есть у вас чувство долга? Есть. Говорю вам, я не в силах. Аркадий Варланович. Ну, Аркадий Варланович. Но об этом не может быть и речи. Он превратит молитву в фарс. Он говорит, полно опаздываем. Что делать? Нужен другой свидетель. Итак, теперь только от вас зависит судьба этих 2 очков. Сможете ли вы сейчас, вот буквально сразу же, сказать, с какого это фильма? Нет, версии нет. Вы что-то там поменяли в своих догадках? Нет? Так и не вспомнили откуда? Нет, уже Нет, всё. зрители, подскажите, пожалуйста, всем. Покровские ворота, наши спонсоры знают все, конечно, аплодируем.
Да, Покровские ворота, увы, никто не зарабатывает 2 очка. Мы продолжаем сегодняшний наш саундтрек с новой музыкой. Слушаем. Женюсь. Удар по кнопке здесь. Соломенная шляпка, вот теперь правильно. Женюсь, женюсь, Иветта, Лизетта и так далее. Аплодисменты публики, они зарабатывают 2 очка. И мы завершаем саундтрек сейчас еще одним диалогом из еще одного знаменитого фильма. Надеюсь, что сейчас проблем не будет. Слушаем. Вот что мы имеем на сегодняшний день. Не мы, а вы. Что нас может спасти? Не мы, а вы сейчас будете отвечать. Операция «И». Операция «И», приключения Шурика, абсолютно правильно. 2 очка зарабатывает эта команда «Братва». 7-6, разница в 1 очко. Мы вернемся через несколько секунд. Уважаемые дамы и господа, вот у меня здесь сувенир от нашего генерального спонсора Lucky Strike, и получит их тот из наших зрителей в студии, который угадает правильный ответ на наш видеовопрос. Здесь сейчас. Смотрим. Внимание. Во имя всего святого. Что это значит? Это значит, что здесь произошло убийство. А теперь вы мне должны назвать фамилию убитого здесь человека. В версии. Ну, по-моему, это Шелтон. Очень созвучно вы говорите, но не совсем точно. Попробуйте исправиться, у вас есть возможность. Шелтон, да. Шел ты абсолютно правильно! Аплодисменты публики, ждем вас здесь. Ну, я Сергей из Минска. Вы, Сергей, из города Минска, получаете вот эти вот сувениры от нашего генерального спонсора. Большое спасибо, а мы вернемся в нашу студию через несколько секунд. Итак, финальная номинация называется «Тотализатор». При счете 7-6, пока еще в пользу Могилева, мы вступаем в этот тотализатор. Итак, прежде всего, вы знаете правила. Вы знаете, сколько очков вы можете ставить на тот или иной вариант. Вы будьте осторожны и рассудительны, я надеюсь. И мы смотрим первую часть первого фрагмента. Внимание. Пошел ты, демон. I'm a hell of a lot closer Мне to сейчас doing проще you than I убить ever тебя, was to чем doing когда было Clarence. убить Кларенса. Хорошо. Ну, так ты будешь стрелять или нет? Потому что если нет, то у меня свидание сегодня. Тернер ждет в машине с твоей дочерью. Ну, прежде всего, не каждому, я думаю, приятно услышать от девушки, даже с пистолетом, слова «пошел ты» и так далее. Но, тем не менее, вот она, эта ситуация, пистолеты наставлены, и после вопроса «ну ты будешь стрелять или нет?» должно произойти нечто, что ответит на его вопрос. Будет она стрелять или нет? Такой мой вопрос к нашим командам. Вы можете делать ставки. Будет ли сейчас стрелять эта девушка, которая с пистолетом у нас была только что на экране? Так вот, да или нет? Я так вижу, что написали уже господа из братвы. Вернее, пишут еще. Без лица, как у вас там? С написанием. Вы написали. Есть вариант? Давайте начнем с вас. Сколько? Что она не будет стрелять. Девушка не выстрелит, считаете вы. И сколько очков? 3. 3 очка. У вас? Тоже 3 на то, что не будет стрелять, да? Хорошо, все останутся живы, как считают наши команды. Так ли это было в фильме? Мы посмотрим в следующий момент. Будь ты проклят, демон. Выстрела не последовало. Ну, в общем-то, профессиональный нюх не подвел нашей команды. Они снова очень близки, что слов не нужно. И зарабатывают еще в свой зачет по 3 очка. Если я не ошибаюсь, счет 10-9 теперь уже в пользу Могилева. Ну что же, вот он решающий момент. Сейчас мы и определим победителя сегодняшней программы и обладателя вот этой статуэтки Оскара. Первая часть нашего второго фрагмента тотализатора. Смотрим. Чуть не забыл. Викторина. Кто был 13-й президентом Соединенных Штатов? Что? 13-й президент Соединенных Штатов. Кто он был? Вы знаете, кто был 13-м президентом Соединенных Штатов? Ах, нет, все домой, все спать. Вы тоже не знаете, да? А я вас этого не спрашиваю. Я спрашиваю, вот сейчас, собственно, последует ответ. Кто же был? Будет ли этот ответ правильным? Да или нет? Ваши ставки, уважаемые господа, потому что цена ошибки, ой, как велика. Ну, собственно, величиной вот с эту самую статуэтку. Итак, будет ли ответ на поставленный вопрос правильным? Я так полагаю, от этого зависит жизнь одного из персонажей этого фильма.
Братва готова? У вас написана уже ваша версия? С очками не решились. Решайте с очками. У вас готово. Так, вы уже отложили свои ручки в сторону. Итак, ждем только братву. Держите, не волнуйтесь, он пока еще у вас на столе. Итак, пишите. Ваша версия. 6, что скажет да. 6, Правильно. 6 очков они ставят на то, что ответ будет правильным. Итак, это версия братвы. Версия без лица. Сколько? 9. 9 очков на то, что ответ будет неправильным. Итак, 6 против 9. Кто же победит у нас сегодня в программе, как вы считаете? Можете делать свои ставки. Итак, мы смотрим продолжение этого фрагмента. 13-й президент Соединенных Штатов. Кто он был? Грант. Ошибка. Итак, сейчас я имею возможность назвать команду победителей сегодняшней программы. Это наш новый лидер, команда без лица, город Могилев. Приветствуем их аплодисментами. В напряженнейшей борьбе, именно в самом последнем конкурсе, они утвердили свою победу и могут на законных основаниях получить эту статуэтку несколько позже. А теперь я обращаюсь, естественно, к братве. Ну, ребят, вы сами знаете, ну, такое скользкое было положение. Шаг влево, шаг вправо, как говорится, считается побег. Но ни одна из наших команд не может совершить побег с этой студии без наших призов и сувениров. И вот сегодня, как и всегда, под бурные аплодисменты нашей публики, мы сюда, в эту студию, вносим видеокассеты от наших спонсоров. Аплодисменты, пожалуйста. Видеокассеты, которые нам предоставила студия К-Видео. Берите, владейте, смотрите, и я думаю, что ваша эрудиция станет еще более широкой, чем была до того. Еще раз приветствуем, братва! А команду без лица я прошу прежде всего попросить своего капитана отстегнуть. Да, пожалуйста, капитан идет сюда, без микрофона. Я иду ему навстречу. И вот именно здесь происходит вручение этого замечательного Оскара. Я сейчас вам дам микрофончик. Вы можете сказать несколько слов тем, кто болел за вас, кто на вас смотрел, но вообще всему вашему родному городу. Я передаю привет всем тем, кто болел за нас в этой студии и в нашем родном городе. Мы будем стараться добавить еще 3 таких. Ну, старайтесь, старайтесь. Аплодисменты, пожалуйста. Старательная команда без лица из города Могилева получает вдогонку к этой самой статуэтке еще и сувениры от нашего генерального спонсора Lucky Strike. Берите, владейте, примеряйте. Я думаю, что это будет вам впору. Я также думаю, что на следующей неделе, как и на этой, вы с нетерпением будете ждать нашей программы в эфире. И наша публика, приветствуйте, пожалуйста, еще раз обе команды вашими аплодисментами. А мы с вами встретимся через несколько секунд для викторины с телезрителями. В рождественской лотерее SP NTTS участвуют все компьютеры NTT, оплаченные до 24 декабря. Процедура розыгрыша полностью открыта для клиентов. Приз получит каждый покупатель компьютера NTT. Вы выигрываете в любом случае. Продолжаем нашу программу, на этот раз викториной для телезрителей, которую мы проводим на призы нашего спонсора студии «Видеохит». Пожалуйста, гляньте на те кассеты, которые могут оказаться у наших победителей. Ну, а я задаю первый видеовопрос для того, чтобы выявить этого самого победителя. Внимание на экран. Скажите, к какому знаку зодиака относится этот французский актер? Если вы знаете, к какому, вот перед вами телефон компании Весобел, звоните на наш пейджер и сообщайте правильные ответы. А мы тем временем продолжаем смотреть видеовопросы. Вот второй из них, внимание. Женские туфли хочу. 3 штуки. Размер... Итак, назовите, пожалуйста, какие размеры обуви имели джентльмены удачи. Вот, пожалуйста, все трое этих самых джентльменов какие размеры имели.
Пожалуйста, вот это для вас телефон горит, который ждет ваших звонков в течение суток на наш пейджер. Мы же продолжаем наши видео-вопросы. Внимание. Август. И вы сами, кем вы хотите сделать его лучшим? Значит, это будет ваш отец. Август. Видишь, Калигула меня оскорбляет, глядя мне в лицо. Нервы, мой дорогой друг. Берегись, Макро, когда я умру, я знаю. Он ненавидит меня, потому что ты мудр, потому что ты добр. Так что, когда меня не станет... Вам предстоит назвать имя и фамилию этого известного актера. Ждем ваши звонки вот по этому замечательному телефону. Напоминаю также, что вас ожидают в случае победы вот эти вот кассеты от нашего спонсора, студии «Видеохит». И к тому же, те, кто выиграет этот самый конкурс, смогут об этом узнать, увидев свое имя в очередном нашем новостном бюллетене в еженедельнике «Аргументы и факты в Беларуси». Меня зовут Олег Кругляков. Мы встретимся с вами в этой студии ровно через неделю. До свидания. В рождественской лотерее СП НТТС участвуют все компьютеры NTT, оплаченные до 24 декабря. Процедура розыгрыша полностью открыта для клиентов. Приз получит каждый покупатель компьютера NTT. Вы выигрываете в любом случае. Всем любителям хорошего кино, всем поклонникам кинозвезд и зрителям шоу «Оскар». У вас есть редчайшая возможность появиться на экранах в компании с мэтрами мирового шоу-бизнеса. Для этого требуется всего ничего. Собрать команду из 3 человек, друзей, знакомых или членов семьи. Придумать себе название, имидж и подобрать костюмы. Прислать заявку на участие в шоу «Оскар». К ней не забудьте приложить 5 вопросов для первой номинации и ваши фотографии. Заявки присылайте по адресу 220 807 Минск, Макаенко 9, телешоу «Оскар». Играйте с нами!